просто будет запись. Мне так больше удобно, оказывается, чем прямо пихать в этот, в ТикТок другой. Неудобно. Лучше, оказывается, потом сжать и его запихивать сразу в этот YouTube. Итак, начнем. Алдар Батыр Тариха. Продолжаем. 52 страница, грубо. Ну, я чуть выше поднялся, 51 страница. Итак, чтобы вспомнить чуть-чуть и мне вспомнить, и вам всем, кто там. Итак, действия булавинцев отвлекли силы калмыков от башкир, поэтому Аюке пришлось разделить свое 20-тысячное войско на две части. 10 тысяч двинулось под Саратов, осажденный Игнатом Некрасовым, а 10 тысяч были отправлены в Башкирию. Первый калмыцкий отряд вынудил казаков отпустить к Царицыну. Второй отряд калмыков под командованием бригадира Бахметьева неожиданно для башкир обрушился на волости Казанской дороги. По реке Ик историк Соловьев писал: Бахметьев поспешно пошел вперед, чтобы не допустить башкирцев до воровского соединения. Перешел реку Ик, вступил в жилище самих воровских заводчиков, крепкие и лесистые места, побил их на многих боях и загонах, жилища, выжег много, побрал полону, лошадей, скота, захвачен был сын главного заводчика Муллы Измаила. Повстанцы, вступившие в переговоры Хованским, полагал, что его приказы о прекращении боевых действий распространяются на все правительственные силы, поэтому удар, нанесенный калмыками, был для них полной неожиданностью, так как они успели убрать свои дозоры. В 1709 году они писали казанскому губернатору Апраксину, а как они в прошлом году при господине Хованском Куран целовали, и он их обрадовал, что в винах прощены и в том, что в винах, что за слово, в винах прощены, и в том дал письмо, и они где после того опасаться ничего не стали, и со всех сторон караулы свои свели. И после того приехал на них Чап-Держат и с 7 тысячными калмыками, да Иван Бахметьев с 500 русскими людьми, и многие деревни разорили, и многих ясырей в полон, и лошадей побрали. И на этом дебою многих калмык они побили. Ну, получается, когда все ушли почему-то в Башкортостан, если помните, на том эфире было, короче говоря, они поехали помощи искать в Турции, там, в Крыму и так далее, их нахрен послали. В итоге они остановились где-то там, ну, на территории то ли Дагестана, то ли Чечни, вот что такое. А потом оттуда они двинулись обратно домой, короче, в Башкортостан, и вот тут вот всякое калмыцкие узкожопые эти начали нападать опять. Как пишет Акманов, произошло несколько кровопролитных боев, не давших перевеса ни одной из сторон. Наконец, в дело вмешался Хованский, и вскоре калмыки и башкиры, отдав друг другу захваченных в плен людей, прекратили. Что происходит, я не могу понять, почему скидывается интернет? Ё-моё, в чем проблема? Секунду, сейчас, секунду, я вернусь. Так, здесь запись идет. Интернет упал какая-то. Страшно. Почему оно не идет? Сейчас я заново вот отсюда. Как пишет Акманов, произошло несколько кровопролитных боев, не давших перевеса ни одной из сторон. Наконец, в дело вмешался Хованский, и вскоре калмыки и башкиры, отдав друг другу захваченные в плен людей, прекратили сражение. 8 июля Боярин, докладывая в разряд июня 30-го Уфимского уезду, от всех четырех дорог, начальнейший Кучук-Батыр, то есть Кучум-Батыр, и другие наибольшие башкирцы, товарищи, пришед к нему в полк в винах своих великому государю, добили челом и в верной своей службе Куран целовали. Правительство решило, что башкирское восстание закончилось, поэтому отправило боярина Хованского в помощь князю Долгорукому, подавляющему Булавинское восстание перед отъездом он произнес пророческие слова. И того, где он опасен, чтоб имя ворами Львом и Сидором Арестовым упущего возмущения не учинили. Таким образом, в официальной переписке разряда государственного органа военного управления братья Аристовы открыто были названы ворами. Интересно. Но, разумеется, никаких последствий слова Хованского не возымели. Все казанские деятели остались на своих постах, и никто из них не ответил за свои злодеяния. В связи с губернской реформой во главе вновь учреждения в мае 1708 года Казанской губернии к великому разочарованию всей Казанской партии был поставлен бывший астраханский воевода Апраксин. Но Кудрявцев также не остался без должности, он был назначен комендантом Казани и полностью сохранил свое влияние. Губернии комиссары Сергеев и Вараксин также сохранили свои посты. Короче, всех этих ублюдков, которые наезжали на башкортов, которые хотели в Казани как бы сотворить, как они говорят, воровство, ну, типа нападение, блядь, воровство, воры это типа нападение, да, так, наверное, интерпретировать надо. И получается, вот эти, так скажем, разбойники, башкортлар, никак не могли успокоиться. Но вот эти вот ублюдки, так скажем, вот эти аристовые всякие, вот эти твари, которые засели в Казани, они все дальше грабили Казань. И в Москве докладывали, что все нормально, нормально, а в итоге там была жопа, по идее. Так, братья Аристовы были вызваны в Москву. Ага. Были вызваны в Москву для разбирательства по указу ближней канцелярии органа административно-финансового контроля. Кудрявцев обратился к князю Меньшикову, главному казнокраду России, и тот сумел прекратить расследование. Таким образом, благодаря усилиям князя Хованского удалось не только вытеснить башкир из Казанского и других поволжских уездов, видите, вот что они творили, мрази, но в значительной степени погасить пламя восстания. Самое главное, ему удалось внести раскол в среду башкирских предводителей. Батыр Кучум и Куразман, Исмаил Мулла, Аббас Мулла и другие вожди предпочли сложить оружие, когда власти удовлетворили их требования. Отменили новоприбыльные налоги и сместили с должности уфимского воевода ненавистного Льва Аристова. Идея независимого башкирского ханства для них была абстракцией, которая потеряла в их глазах всякую значимость, как только правительство пошло на уступки. Однако Алдар Батыр, наконец-то, его сторонники желали продолжать борьбу. Вот, понимаете? Поэтому нам не нужны Хабировы, нам не нужны Минихановы, Кадыровы. Вот, примерно, вот такая поебутина нам не нужна. И исходя от этого, вот видите, как там даже были вот такие, значит, получается, которые сложили оружие, которые сказали, типа, все, нам этого хватит. Понимаете, мы не из тех, нам нельзя так делать. Это то же самое, что сейчас, допустим, Зеленскому говорят, ну все, успокойся, типа, да, типа, блядь, нахуй, все, отдай, все, избавься, лишь бы Путин нахуй отошел, блядь. Вот то же самое, понимаете? Вот вам очевидная история, блядь, этих узкожопых. И что они творили.
Поэтому Харвов отменять там только вперед. Никогда не врубать заднюю. Мы вот пока живы, значит, мы должны действовать только для того, чтобы Башкортостан и Татарстан был свободным. Все, вот наша задача это. Читая историю, это мы просто понимаем от этой истории, что за эти 300 лет, 1708 год, да, грубо говоря, за эти 300, 300 чем-то, да? Короче, 320, грубо говоря, 320 лет, и ни хера, короче, ничего не изменилось. Система та же, гнилье такое же, и даже еще хуже. Гнилье тамошнее было более такое, так скажем, может, тупое, все-таки, блядь, 17 век, блядь, люди, по идее, все тупые, нахуй, по идее. Считай, сейчас уже в 21 веке, блядь, у каждого телефон, интернет, блядь, он может погуглить, блядь, а раньше нихуя ничего нельзя было погуглить. Поэтому, исходя от этого, раньше ты даже не знал, блядь, что происходило там, нахуй, блядь, пока до Москвы доходило какой-то хабар, толком, короче говоря, с опозданием. А сейчас прям ежесекундно, блядь, мы смотрим новости, там бабахнули, тут бабахнули, все узнаем, понимаете, как, по идее, блядь, мы все-таки на опережение тех людей, которые до нас были, да, интересно. Но самое интересное, вот противность вот этого самого явления, что люди гниды, это не изменилось, блядь. Хоть в 21 веке, хоть в 17 веке. Дерьмо, это узкожопые, блядь, вот эти, сука, московские пидоры, так и они остались, какими были, блядь, понимаете? И вот это Петр Первый, заражение, нахуй, блядь, пидора этого Путлера, блядь, этими историями, и в итоге, блядь, еще добавился ему, блядь, гитлеровский, нахуй, исторический вот этот конфуз, блядь, в его голове, блядь. И в итоге вот вам, нахуй, увидим суть этого спектакля, эквиваленте, нахуй, 21 века, блядь. Вот, идем дальше. Продолжение реконкисты, что за слово хз, за Урале и Сибири. Все наезды были за Урале, понимаете? За Урале было какие-то наезды. За Урале, я так понимаю, блядь, где это, нахуй, блядь, внутри Башкортостана или низ Башкортостана, хз, короче. Так, итак. Летом 1708 году на всей территории Уфимского уезда вновь установили затишье. Большая часть глав властей всех 4 дорог, Казанской, Осинской, Ногайской и Сибирской, присягнула на верность царю. Однако, несмотря на коллективное шертование, в Башкирии не наблюдалось полного послушания. Ну, понимаете, блядь, наши предки не были послушными. Наверное, у меня то же самое, наверное, в крови, блядь. Так, почитаем примечание. Кудрявцев. Так, это примечание. Аббас Мулла Тутиев. Блядь, что-то мелко нахуй, сейчас ближе сделаю, блядь, нихуя, даже в очках не вижу. Знатный башкир Енисейской волости, Казанской дороги. 1731 года он был припущен башкиром Булярской волости Агабесом Дускаевым и основал нынешнее село Апачево Актанышского района Республики Татарстан. До этого он проживал в ауле Чанай, Еней, который можно соотнести с деревней Еней-Иткино, расположившейся недалеко от деревни Саузбаш, нынешнего Краснокамского района Республики Башкортостан, и ушедшего под воду из-за строительства Нижнекамского водохранилища в 1978-1979 годах. Деревня Еней упоминается под 1682 года в отписке казанского воевода Петра Шереметьева царем Ивану и Петру. Сказывал деревне Яней, башкирец и Супка Иткинеев, что за Камою рекою объявились калмыцкие многие люди. Дополнение к актам историческим собранные и изданные археографическую комиссию Эдуарда Праца 1867 года. Взято оттуда, короче, это исторические данные. Так, идем дальше. Короче, вот этот, кто это, черт был, Кудрявцев. Так, сейчас, секунду. Запись идет тут. Так, всем салям, рахмат. Так, Кудрявцев жаловался царю, что башкиры отказываются предоставлять подводы для казенных нужд, а на требование отправить 1000 человек на службу в Санкт-Петербург толк воровством своим ругают и сказали, как где на реках лед будет, в то время пойдем на службу. Короче говоря, башкортлар кинули за лупу нахуй, пока, получается, блядь, такой ебанутый узкожопый язык, блядь, старый, блядь, я так понял, блядь, когда замерзнет река, они пойдут, короче, типа, блядь, в Питер или куда, на службу, короче, 1000 человек, понимаете, вот, уже в то время, получается, в Питер, блядь, этот пидор Петр звал наших башкортов, наших предков, 1000 человек, понимаете, блядь, вот, а сейчас, блядь, нахуй, наши, блядь, долбоящеры танцуют, блядь, как опущенные, да, получается, блядь, и идут, нахуй, на войну убивать украинцев, блядь, и в то же время сами дохнут, блядь, еще по дороге, блядь. И вот этого, вот историческая, блядь, вот эта хрень до такой степени им, блядь, проникнуто, что они уже, как бы, знаете, вот, блядь, с поколения, им, блядь, внушало, что, блядь, нахуй, урус, блядь, айбат яшага керек, хуй, блядь, с узкожопыми, блядь, невозможно жить хорошо, блядь, потому что они дохуя на себя взяли. У них есть такая, блядь, нахуй, такая, блядь, кичливость, что они, блядь, нахуй, такие, блядь, круче, блядь, других наций, блядь, такие, типа, во власти они, блядь, нахуй, типа, мы рабы, блядь, вот, у них вот эта мысля гнилая, блядь, нахуй, а наши, меня что бесит, блядь, молчат, блядь. Нет, нахуй, блядь, куда на пешак дорога. Ёп, блядь, молчат, нахуй, блядь. Я постоянно говорю, блядь, нахуй. Восстание Башкортостана с Татарстаном, если внутри не может оно происходить, значит, надо вылазить, блядь, другие страны, собираться и создавать, как говорится, какой-то, я не знаю, блядь, нахуй, ополчение, блядь, нахуй, саботаж, блядь. Как хотите себя назвать, группировка, блядь. Как хотите, блядь. Я вот, допустим, назвал свой канал «Уничтожить Москву», блядь, или как там, «Уничтожитель Москвы», что ли, блядь. Вот, давайте вот будем уничтожителем Москвы, блядь. Понимаете? Звучит же? Звучит, нахуй. Сразу дает о себе знать, блядь. Уничтожить Москву — наша задача. Так, идем дальше. Короче говоря, в то время пойдем на службу. Окей. Казанский комендант несколько сгущал краски, поскольку в следующем 1709 году тысячный отряд башкирских тарханов все же участвовал в Рижском походе. О, видите, как в Рижском походе, блядь. Что за Рижский поход, я не могу понять, блядь. На Ригу нападали, получается, блядь. Понимаете, блядь? С нашими, блядь, предками они на Ригу шли, блядь. Вот гниды, нахуй. Этим узкожопам не хватает земли, блядь. Кстати, сегодня я не по новостям, но так уж буду добавлять по теме. Что-то звучат какие-то отголоски, что, блядь, если, допустим, сейчас, если вот это все замут, эту ебаную войну, то, блядь, нахуй, через какое-то время
или даже вообще сейчас что-то, блядь, нахуй, то ли Зеля сказал, то ли кто нахрен, что в Беларуси хотят, блядь, собрать, нахуй, 100-тысячную, блядь, нахуй, армию, чью-то. И, может быть, но это уже кто-то другой сказал, хотят, ну так, по плану Петра, когда был Петр какой-то хуй его знает, какого, блядь, нахуй ранга, блядь, чему это болотное, короче, он, оказывается, взял город Нарву, а город Нарва это то ли, блядь, сказали, Латвия или Эстония. Я уже сейчас забыл, короче, надо карту смотреть. Короче говоря, он взял Нарву, и прикиньте, это Европа. Это получается намек к тому, что если вот эта вся канитель нахуй проглотится, если этот Трамп, пидор, блядь, нахуй, сейчас, как говорится, станет раком Путину, он уже почти стал, ну, пока сосет у него. И в итоге после этого, нахуй, если этот Трамп, нахуй, пидор, сдаст Зелю, проглотит, блядь, пол Украины, война закончится в течение этого года, то эти гондоны, ускажупы, пока жив этот Путер ебаный, пойдут, нахуй, на Европу. Понимаете, нахуй? Вспомнить, нахуй, Петра, чтобы взять город Нарву. Это только причина. Но это просто тоже, может, какие-то интерпретации людей, блядь. Ну, блядь, это я не политик, нахуй, это говорят политики. Это говорят те, которые, наверное, больше знают какую-то, нахуй, суть, да, в этой теме, да, типа, допустим, я, допустим, повар, допустим, а он политик, нахуй. Вот он знает, лучше знает, блядь. А мне что, блядь, мне чисто то, что услышал, я это вам и пытаюсь донести просто по теме. Тут идет, как я услышал, что рижские походы, получается, книжечка, нахуй, которую я читаю сейчас, блядь, про Алдар-Батыра, прям что-то, нахуй, диктует нам 300-летнюю историю, блядь, сейчас, в 21 веке, блядь. И для меня это, знаете, вот что-то, блядь, звоночек, нахуй, звоночек к тому, что, мне кажется, блядь, нахуй, вот эта мобилизация, она вроде бы, ну, как бы закончится, может быть, как бы и война может закончиться, но осадок, чтобы куда-то еще идти, мне кажется, он будет еще расти. Но он будет, наверное, воплощаться в другие какие-то такие, как говорят, влажные мечты, блядь, нахуй, Путлера, блядь, понимаете? Влажные мечты Путлера, надо, как говорится, ну, это я выражение не могу понять, конечно, влажные мечты, нахуй, блядь, что такое? Ну, короче говоря, смешно это, блядь, влажные мечты, блядь. Так что вот так, Туганар, идем дальше, блядь, ржать охота тут.